В начале заседания сессии парламента из 21 вопроса повестки дня 4 были сняты для дальнейшей доработки. Это вопросы введения в действие градостроительного и строительного кодекса, а также внесения изменений в Уголовный кодекс республики. Спикер парламента Лаша Ашуба представил депутатам нового полномочного представителя президента в парламенте Батала Айба. Первым вопросом было рассмотрено постановление о проекте закона о государственных закупках. Закон позволит обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и заложит фундаментальные основы порядка организации и проведения государственных закупок. Детально регламентирует порядок осуществления закупочных процедур. Документ представил депутат Резу Зантария. Проект детально регламентирует структуру государственных органов, осуществляющих контроль. Это очень важно. Контроль за порядком проведения процедуры. Таким образом, проект закона о государственных закупках выстроен так, чтобы исключить все негативные последствия в виде коррупции, в виде нецелевого расходования денег. Это два основных так называемых дисциплины, которые необходимо соблюсти и уберечь. Депутаты во втором и окончательном чтении внесли изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия. Теперь международные договоры не могут быть подписаны до представления их в парламент в установленные сроки. Также, согласно поправкам, не подлежащие ратификации межгосударственные и межправительственные договоры не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законами Абхазии. Статью 7 мы предлагаем изложить в следующей редакции. Президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, не позднее, чем в 10-дневный срок до принятия решения о подписании такого рода соглашений. Также Кабинет министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета министров, не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет собранию проекты международных договоров межведомственного характера не позднее, чем 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры, указанные в частях 1, 2, 3 настоящей статьи, не могут быть подписаны до предоставления их в Народное собрание. Мы столкнулись с ситуацией, что некоторые наши чиновники могут заниматься самодеятельностью по своим направлениям, в том числе и министры. В конечном итоге все документы приходят в парламент. И если парламент их не принимает, и они уже проработаны на этапе межправительственного канала, что называется, да, или межведомственного канала, получается, что это не способствует хорошему климату в международном общении Республики Абхазия. Поэтому, чтобы сыграть на упреждение, скажем так, мы хотим ввести эту дополнительную норму. Я считаю, что она достаточно оправдана на сегодняшнем этапе работы наших государственных органов. Парламент рассмотрел постановление о внесении изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Документ представил полномочный представитель президента в Народном собрании Батал Айба. Хотелось бы отметить, что проект закона предусматривает, что при применении специальной системы налогообложения в виде специального налога у организаций индивидуальных предпринимателей, осуществляющих определенные виды деятельности, совокупный доход не должен превышать установленных лимитов. Предлагаемые изменения обусловлены тем, что в настоящее время величина совокупного дохода плательщиков спецналога в некоторых случаях никак не ограничена. Да, я прошу принять его в первом чтении. Депутаты высказали мнение, что дополнительным налогом обременять предпринимателей не стоит. Лучше поработать над упрощенной системой налогообложения. После долгого обсуждения предлагаемые поправки не были приняты. А проект закона об упрощенной системе налогообложения был принят в первом чтении. Закон направлен на снижение налогового бремени на субъекты малого и среднего предпринимательства, упрощение процедуры налогообложения и представления отчетности, что в свою очередь позволит создать более благоприятные условия для ускорения развития малого и среднего предпринимательства в республике. Присутствовавший на заседании сессии парламента специалист Министерства по налогам и сборам Алана Сланзе подробнее рассказал, что закон позволит повысить эффективность налогового администрирования для более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Мы сможем увидеть действительное количество сотрудников, работников, задействованных у того или иного предпринимателя, действительную верную заработную плату, которую они в действительности получают. И, соответственно, от заработной платы мы увидим отчисления во все внебюджетные фонды, такие значимые для нашего государства, как там пенсионный фонд, фонд инвалидов, медицинского страхования, социального страхования.
фонд репатриации. Конечно, этот закон без внедрения контрольно-кассовой техники не имеет такого эффекта. Потому что основная суть этого закона, он должен все равно идти, он свой эффект даст в любом случае, но когда он будет идти с внедрением контрольно-кассовой техники, когда будет у нас центр обработки данных, который сейчас строят, вся информация с контрольно-кассовых машин будет в онлайн-режиме идти, значит, в центр обработки данных, и мы в реальном времени будем информацию иметь вообще, какой у нас оборот ежедневный, ежемесячный, еженедельный. Поэтому, мне кажется, вот в этом плане тоже нам нужно поработать. В первом чтении был принят и проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Впервые на законодательном уровне в Республике Абхазия вводится понятие «резидент» и «нерезидент» для целей валютного регулирования. До этого данные понятия использовались только в нормативных актах Банка Абхазии. Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и контроля, полномочия органов валютного регулирования, а также определенные права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями. Депутаты парламента во втором окончательном чтении внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Изменения коснулись упрощенной системы права на восстановление абхазской фамилии этническими абхазами, прямыми потомками беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов после русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века. Те же самые принципы, которые раньше были прописаны в законе об актах гражданского состояния, те же самые мы сейчас уже просто... Они у нас получается, что статья наложилась на другую статью, то есть сейчас мы эту ситуацию исправляем, отдельной главой вводим. Проект закона о внесении изменений в Конституционный закон о судебной власти принят не был ввиду необходимости его доработки. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о недрах. Это было обусловлено необходимостью усиления контроля в вопросе предоставления права пользования участками недр с рудными материалами с целью их рационального использования и охраны. Проект о публичных закупах был снят с производства. Решением депутатов растворимые рыбные продукты или продукты из морских млекопитающих, а также сталь, оцинкованная рулонная, проводка из железа или нелегированной стали внесены в перечень ввозимых в республику сырья и материалов, не подлежащих налогообложению. Парламент в первом чтении внес изменения в закон о сельском хозяйстве. Принятие настоящего законопроекта обеспечит соблюдение стандартов по обслуживанию и хранению техники, а также будет способствовать нормативно-правовому регулированию деятельности госнадзора за состоянием техники, постановки на государственный учет тракторов, бульдозеров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, что относится к тракторной технике, а также снегоходов и квадроциклов, объем двигателя которых не более 50 кубических сантиметров и скорость не ниже 50 км в час, то есть агрегаты, которые могут ездить по дорогам общего пользования. Далее депутаты приняли постановление о награждении почетной грамотой Народного собрания бывшего полномочного представителя президента в парламенте Анри Барциц. Немало работы было проделано совместной. Я считаю, что Андрей Львович квалифицированный специалист, что он достойно представлял президента в Народном собрании и парламенте Республики Абхазия, и желаю ему успехов в его дальнейшей деятельности. Решением депутатов имущественный комплекс «Сухумская кондитерская фабрика» по улице Эшба и комплекс бывшей туристической гостиницы «Амткел» в городе Сухум включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. Парламент дал согласие Кабинету министров на перевод земельного участка площадью 1,5 гектара в селе Мачара Гулыбского района из категории земли лесного фонда в категорию земли населенного пункта. Кроме того, парламент дал согласие на перевод земельного участка площадью 0,6 гектаров из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. Альга Трапш, Заур Кварчи, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.